Мы находимся у стен памятника истории и архитектуры. Это называется реальное училище. Оно построено в 1910 году, закончено, наверное, строительство. И практически из 110 лет существования этого здания оно реально жило своей жизнью, то есть по назначению 1/3, не более 30 лет. Все остальное время, к сожалению, оно было в аварийной ситуации, в ремонте и так далее. И началось это практически через 2 года после начала его эксплуатации, потому что решили опередить время и сделали отопление, то есть разветвление отопления первого этажа под полом. Что, кстати, изгубило это здание. То есть уже через 2 года пошла оттайка фундаментов, и здание начало ломаться. И из-за этого начались все эти проблемы. И за все эти годы его не укрепляли, не меняли, так сказать, основы стен. Оно, к сожалению, уходило, ломалось, и периодически его закрывали на ремонт. Здесь, значит, проект это был Кравцов, а инженер-строитель Баумгартен – это человек, который построил очень много зданий в городе Якутске. А также, скажем, это здание строилось в период, когда был губернатором Крафт, и главой города был города Якутска Павел Юшманов. К сожалению, сразу после открытия здания было в 1911 году. Оно проработало недолго, потому что здесь была такая инженерная мысль, которая не учитывала наших климатических условий, а конкретно нашей мерзлоты. Значит, была котельная поставлена в этом здании и обогревалась через тепло шло через полы. Конечно, сразу же это повлияло на мерзлотное состояние грунтов. Возникла сразу таликовая зона, и здание поплыло. Буквально через несколько лет оно было уже аварийным, уже поставлено на ремонт, и учащиеся реального училища, они уже учились в соседнем деревянном здании мужской прогимназии. И даже, скажем, в советское время, после 30-х годов, здесь, когда, значит, возник пединститут, именно тогда его отремонтировали, оно просуществовало какое-то время, снова было закрыто. Скажем, далее уже во времена здесь ЭТФ, студенты здесь учились уже инженерно-технического факультета, и они тоже делали субботники по восстановлению этого здания. Можно начать с этой лестницы, да? То есть посмотрите, как она, это все металл, это не нашлепки деревянные. Здесь видно, смотрите, это собрано на болтах. А сама косаурина металлическая, уже переходя с межэтажной площадки, смотрите, это такие мощные клепки. То есть это оригинальная лестница, которой 110 лет. И если мы хотим перенести это здание, то есть отстроить новое, то можно было бы использовать эти лестницы и в новом здании. Дальше мы проходим, но тут, поскольку оно строилось как училище, то здесь были настоящие аудитории, то есть высокие, большие помещения. В этом помещении 5 окон больших, смотрите, потолки больше 4 метров. Здание именно было рассчитано для обучения, учебы. И как любое здание, но в те времена, начала 20 века, конечно, они стремились походить на здания нашей центральной России, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Ну видите, такие большие аудитории, 4 окна, то есть это светлые, большие помещения, но жуткое состояние стен. То есть из-за того, что фундаменты у нас уходят, влага постоянно находится на уровне пола, весь кирпич разрушается. Там, где кирпич сухой, то есть выше уже отметки 0, где-то от метра и выше, то в принципе он там, где не попадала на него вода, то есть у нас вода имеет такой отрицательный фактор, то есть кирпич намокает, и зимой и вода расширяется и разрушает кирпич. То есть там, где он сухой, там он сохранился в очень хорошем состоянии. Даже сейчас возьмем кирпич, который выпал отсюда сверху. То есть такие, кстати, кирпичи сделали в Сайсарах. Он чуть больше сегодняшнего стандарта.
Ну, мы его так называем между собой церковный кирпич, то есть это вот стандарт такой, из которого построены были все практически каменные здания в начале 20 века в Якутске и ранее. Ну, да, это такая сегодня городская помойка. Здесь очень много мусора. Ну, последние годы здесь любила тусоваться молодежь. Но даже и они уже сюда не ходят, боятся. Это центральная лестница, по которой, в общем-то, поднимались на второй этаж. Но она деревянная. Она не имеет, будем говорить, возможности его переноса. То есть дерево, конечно, в жутком состоянии. Ну и вот посмотрите наверх. Вот эти деревянные перекрытия, это мощные деревянные балки. То есть, поскольку я занимался в свое время восстановлением здания областного суда, или как мы его теперь сейчас, оно здание Президиум Академии наук на проспекте Ленина, там тоже были вот эти вот мощные деревянные балки, на которых держался пол второго этажа. Да, вот видите, то есть сегодня перекрытие, если мы будем восстанавливать это здание, то, естественно, тут надо делать полностью бетонные перекрытия, потому что это и пожароопасно, и сегодня ни одна пожарная служба нам не разрешит эксплуатировать двухэтажное здание с деревянными покрытиями. Почему мы говорим о сносе этого здания и переносе его теплотрассы, которая находится вдоль здания, и сделать уже фундамент современный на сваях, потому что сегодняшний уровень, вот если посмотреть, дорожное полотно, оно выше уровня пола, и вся вода, будем говорить, с этого района большого собирается здесь, под этим зданием. Но вот видите, это вот каменщики, которые делали такие арки, вот арка центрального входа. Выше, если посмотреть, это вот на втором этаже тоже, в общем-то, симпатично. И по большому счету это можно было бы в новом здании каким-то образом сохранить или восстановить, будем так это называть. Ну, вот основной коридор. Жуткое зрелище. К сожалению, здание всегда было в аварийном состоянии. Сегодня оно, конечно, имеет жалкий вид. И, конечно, необходимо сделать все, чтобы оно было восстановлено, потому что это все-таки альма-матер всей нашей, наверное, интеллигенции, особенно советского периода. Все вышли с этого здания. Многие студентами были строители, да, сегодня люди, которые имеют свои фирмы, имеют как бы вес в обществе, товарищи, они, конечно, вот и когда с ними мы разговариваем, они смотрят на это здание, вспоминают свое студенческое детство, да, и почему бы им не собраться и как-то порешать их проблемы по сохранению этого здания. Даже я, будучи молодым человеком, я ходил сюда, в это здание, на танцы. То есть были шикарные студенческие вечера. Прямо на главной лестнице стоял вокальный инструментальный ансамбль. Они играли мощную музыку, и мы танцевали под это дело. Понимаешь? Это такие воспоминания чудесные. И, конечно, очень печально, что оно в таком виде. Надеюсь, что все-таки сегодня принимаются какие-то решения на уровне правительства, на уровне службы госзаказчика, да, проект создается, да, и думаю, что все-таки здание должно быть восстановлено. Может быть, если не получится на этом месте, может быть, сдвинуть на 3-4 метра, но оно должно быть восстановлено. Те, кто говорят, что это возможно сохранить и восстановить, люди просто лукавят, потому что, смотрите, видите, вот она кирпичная кладка. Вот я ее беру и вот так вот разбираю. Вот беру и разбираю. И как эта кладка может выдержать дальше. Вот видите, вот оно все. Вот оно. Замечательный СССРский кирпич. Но всему свое время. То есть из этого кирпича мы сделаем внутреннюю отделку первого этажа и второго тоже. То мы не штукатурим его, сделаем такой, как теперь любимое слово, софт. Не софт, другое. Лофт, да. То можно было бы вот как раз сохранить, будем говорить, дух этого здания с этой шириной коридоров, с этими сводами, с этими окнами.
ну, с размерами этими окон. И согласитесь, что это была бы какая-то вот такая частичка все-таки сохранения истории. А как вот это все сохранить? Ну, да, мы можем еще 100 лет говорить и, как это называется теперь, осваивать деньги государственные. А что такое государственные деньги? Это деньги налогоплательщиков, то есть то, что я плачу налоги, и на них мне пытается сказать, что это здание можно отреставрировать. Невозможно. Я вам говорю, как строитель, как каменщик. Вот смотрите, здесь вот балки сохранились, то есть здесь не было пожара в этом углу. Мощные балки, ну, что из них можно? Их можно просто в новом здании как-то использовать, не знаю как. Но вообще, конечно, материал шикарный. То есть это где-то в диаметре не меньше 50 сантиметров были бревна. Вот из них делались такие мощные балки. То есть это не собраны из нескольких бревен, да, вот именно деталь такая мощная. Но это вот полы, которые делались уже в советское время, скорее всего, видите, это бетонное основание. То есть вот эти фундаменты делались, вот, я еще раз говорю, на протяжении 110 лет оно от силы работало только лет 30. Ну вот еще один коридор, ну, опять же, почему-то заложен был этот свод, ну, для каких-то своих нужд. Это уже все современно. Видите, это уголок большой, где-то на 100-120 миллиметров. Вот такие окна. Все это можно сделать заново, если отдать инвестору при условии, что он сохранит здание снаружи и сделает, ну, вот наши рекомендации, то есть отделку внутренней среды вот этим реальным историческим кирпичом. Но трещин очень много. На самом деле фундаменты гуляют, и на самом деле мы рискуем жизнью здесь стоять. То есть в любой момент это может рухнуть, тем более максимальная оттайка грунтов как раз проходит осенью, то есть это сентябрь, октябрь, то есть максимальная оттайка грунтов, но это все строители знают, то есть в это время лучше не вести земляные работы, просто земля очень насыщена водой и проходит проседание всех фундаментов. Поэтому думаю, что давайте мы покинем это здание. Лучше не рисковать. Ну что, выйдем через окно. Мы выходим. Ну вот смотри, вот оно все. Как это здание может быть сохранено вот с таким. Вот я вам показывал внутреннюю часть стен, да. Это известковый раствор. Смотрите, тут практически я даже не применяю никакой усилия, уже все сыпется. Кирпич очень боится влаги. Как только попадает в него вода, потом мороз, и все превращается в труху. Поэтому говорить о восстановлении, вот смотрите, видите, вот тут водосточная, пока была кровля, вода текла вдоль стены. И стена очень быстро разрушается, что, кстати, у нас часто в городе. Вот тоже казначейство, которое 10 лет назад меньше отреставрировали, но за 10 лет она уже успела вот так же пострадать. Потом здание бывшей типографии имени Гагарина, сегодня художественный музей, тоже из-за этого страдает. То есть нам в Якутске нужно очень аккуратно следить за кровлей, чтобы на кирпичную кладку не попадала вода ни в коем случае. Как только попадает вода летом, особенно сейчас осенью в дожди, через месяц все замерзнет и начнет разрушать кирпичную кладку. Вот, а если мы по моему предложению, будем так говорить, это здание разобрать, вывести кирпич в какое-то другое место, чтобы он был сохранен, потому что сегодня в Якутии вообще не выпускается кирпич, хотя он выпускался более 300 лет. Первое кирпичное здание, помните, это было казначейство, в 1704 году по личному указу Петра I было построено. Потом уже строился Троицкий собор. И всегда производили кирпичи на территории Сайсар, то есть вокруг Сайсарского озера, и сегодня между поселком геологов и улицей Новокарьерной там был большой кирпичный завод.
Последние 300 лет, то есть выпускался кирпич, последние 30 лет в Якутске кирпича нету. Наше предложение сместить, разобрать это здание, кирпич сохранить, отодвинуть на 4 метра от той теплотрассы, которая магистралью уходит сегодня в этот микрорайон, и построить новое здание на хороших сваях, с хорошими бетонными стенами, и внутреннюю отделку сделать этим кирпичом. Вот вместо этого двора можно сделать большой хороший атриум, как сегодня вот есть, например, в том же Кружало, да, и можно использовать его как концертный зал, как выставочный зал. Кстати, у нас очень в Якутске мощная плеяда коллекционеров, частных коллекционеров, у которых очень большие экспозиции, которые они нигде не могут показать. Вот, например, почему бы не сделать здесь либо музей города Якутска, либо какие-то аудитории отдать вот именно под частных коллекционеров. Я думаю, это было бы очень такое мощное привлечение и горожан, и гостей столицы. Ну и вообще, мне кажется, при желании можно было бы к столетию республики, то есть через 2 года, реально что-то сделать. Ну, или же оставить эту помойку, пока она сама себя не съест, не разрушится. И мы только будем писать, что к 500-летию Якутска мы все-таки отреставрируем это здание. Осталось-то всего-то 110 лет. Сейчас мы стоим, опять же, перспектива нашего реального училища. Ну, вид со стороны, да, жуткое зрелище. На самом деле, без слез не глянешь. И про то, что мы говорим, если мы на 4 метра передвигаем его, и вот шахта Шергина, то есть мы можем построить и перенести любое здание, любой исторический объект, кроме вот этого маленького домика. Как ни странно, потому что он 100 метров идет вниз. Ну, помните, мы 2 года назад мы снимали практически весь спуск в шахту Шергина. И вот как раз наше предложение того, что реальное училище, оно должно сочетаться с этой шахтой Шергина. Но, к сожалению, прогимназия мужская сгорела и не подлежит восстановлению. Поэтому наше, опять же, предложение полностью его демонтировать, остатки эти, пока не случилась очередная трагедия, и кто здесь не пострадал, и ребятишки или еще кто-то тут бегает. Да, мы оставим какие-то, ну, может быть, оклад этого здания на месте, но убрать вот это пожарище, и есть в перспективе, что мы сделаем новодел этого здания уже через наш лог, вот на этой части, старый город номер 2, и оно там должно быть таким доминантом, клубом, будем говорить, старого города, ну, на наш взгляд, не знаю, насколько это реально, но, а здесь должно только быть реальное училище, шахта Шергина, вот это вот чистое пространство, где вот действительно было бы не стыдно собираться горожанам и привозить гостей города. И вот эта шахта Шергина, на самом деле, как мы говорим, что это тот алмаз, который надо ограничить, чтобы он был бриллиантом в нашей туристической, так сказать, коллекции города. То есть его знают, про шахту Шергина знают все. И жители России, и зарубежья, кто приезжает в Якутск, они первым делом хотят посетить эту шахту. А нам до сих пор стыдно к ней подвозить туристов, потому что в таком очень неприглядном виде. Но мы с городом уже отработали очень серьезно. То есть Сардана Владимировна дала команду убрать гаражи. Если помните, здесь еще 2 месяца назад были много гаражей. Мы тут убрали там сгоревшие кладовки, которые не имеют реально исторического значения. Вот есть только историческое здание мужской прогимназии, с которым надо принять какое-то решение и довести до ума все остальное. Да, старый Якутск, деревянные дома нашего родного города Якутска, который был совсем деревянный. Кстати, самым, пожалуй, деревянным городом России он был. До 50-х, 60-х годов. Да, каменных зданий было очень мало. 4, 5, 6, может быть, всего, да? Вот. А так, вот такие дома, значит. Остался один залог. Залог, где остались вот эти вот деревянные дома 19-го, начала 20 веков, так? Вот дом Лепчикова, очень красивый дом. Были дома очень красивые, по резьбе, по дереву, которое сделано все. Но, к сожалению, то, что было в центре, все было уничтожено. И, к сожалению, вот это вот здание
Это прогимназия, мужской прогимназии здание. Да, это было в те времена это было одно из таких больших двухэтажных деревянных зданий. Это конец 19 века, с большими окнами. Здание, вот это прогимназии, мужской прогимназии, классической, было построено в 1873 году. И как бы стало вот альма-матер, откуда вышли все многие прогрессивные люди того времени, да, вот. Поэтому мы считаем, что это вообще здание, которое заслуживает большого внимания и уважения. Так, и надо было сохранить ее как объект культуры и истории Якутии, но, к сожалению, мы не сохранили, как мы не сохранили многие деревянные дома, которые имели историческое, культурное значение, потому что этот дом подожгли. Он долго стоял, но с крыши пожар, это был поджог. Вот сейчас мы хотим защитить то, что осталось вот залогом. В городе вот остались вот это здание, вот видите, вот полусгоревшее тоже. Это уже здание реального реального училища, да, который был построен в начале 20 века. А это деревянные, прогимназия сначала была, а потом в 1890 году она стала как бы реальное училище. И в этом здании учились самые замечательные, интересные передовые люди, интеллигенции якутского народа. Вот я написал, кто, значит, там учился. Был такой Константин Неустроев-Урсик. Может, слышали? Но о нем все сейчас забыли. Это был первый такой ученый человек, который закончил прогимназию, поехал в Иркутск. В Иркутске он закончил, так. И первый из якутов кандидат наук, кстати, он был. Кандидат наук. Это конец 19 века. И причем он был первым народником-революционером. Да. И за что поплатился? Он был такой гордый, бесстрашный. Тогда таких называли инородцы, как бы, да. Он ударил по лицу генерал-губернатора даже, да, который пришел к нему. Выше как-то его осудили. И зачем? И поэтому он был расстрелян, убит. Вот в чем дело. Об этом человеке, интересно, мало кто знает. Дальше закончил Георгий Слепцов, который закончил Академию наук в Санкт-Петербурге. Первый врач из якутов, участник 3-го Международного конгресса ориенталистов в Санкт-Петербурге. Тоже очень грамотный, такой интересный, хороший человек был. Дальше кто закончил? Сивцев Дмитрий, участник Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Он хорошо говорил на французском языке, на других языках, потому что в мужской прогимназии учили немецкий язык, французский язык учили, русский хорошо, литературу русскую, русский язык учили, да? Поэтому это был очень грамотный человек. Дальше Василий Васильевич Калимнюр, духовный лидер якутского народа, да? Ага. Он был зачинателем якутской литературы, писателем, просветителем, который хотел для своего народа только просвещение правды, добра. Но, к сожалению, в 1928 году он умер в тюрьме, был он приговорен к расстрелу тоже. Дальше Прокопий Сокольников такой был. Он в 1897 году окончил Московский университет. Это в конце 19 века. И стал одним из первых медиков, известных медиков Якутии, да.
И он дружил с Львом Николаевичем Толстым. Да, дружил, переписывался долгое время с ним. И он Льву Николаевичу помогал. Вот когда духоборы такие были, духоборы, а их Лев Николаевич опекал духоборов, старообрядцев опекал. Духоборов выслали в Якутию. И Толстой попросил помочь ему, так как он сам оттуда, с якутских краев, пусть, говорит, его, значит, духоборов как-то надо им помочь. И Сокольников помогал им. Между прочим, облегчил их дальнейшую судьбу. И в этом же здании учились кто? Сам Кулаковский, Аксакулях Алексей. Да, это уже о нем я не буду много говорить, о нем все знают. Это был тоже одним из духовных лидеров якутского народа, Аксакулях. Да, и он тоже был, его преследовали, он умер в Москве в 1924 году. Дальше Попов такой был, учился, секретарь областного статкомитета, организатор Сибиряковской экспедиции, патриот, краевед, так, член общества Саха Каскеля, создатель Якутского краеведческого музея в Якутске, Попов. Вот такие люди. И кто еще? Сам Ксенофонтов говорил, знаменитый ученый наш, который написал книги об истории якутского народа, и так далее, тоже учился в этом здании. Поэтому это здание очень было, значит, такое для нас, современников, ценное, имеет большое значение. Дальше, значит, уже в 1911 году уже построили, когда был губернатор Крафт, построили каменное реальное училище. Учились очень все известные ученые наши якутского народа, которых мы знаем, они, значит, учились и сами потом преподавали, потому что это здание потом стало как бы филиалом Якутского госуниверситета. Да? Сначала в конце 30-х годов это был пединститут, потом, значит, был техфак, потом, значит, разные факультеты были, где они преподавали. Да? Это кто такие? Это Башарин, Романов, Богдан Шульбя, Уткин, очень многие известные ученые, много их, да, и вообще интеллигенция, учителя, Самсонов и так далее, все учились в этом здании. Поэтому это здание каменное надо восстановить. Я считаю, надо восстановить, сделать стенд с фотографиями этих великих людей Якутии, и там же сделать музей города Якутска, с самого его создания, зарождения и до последних наших времен, да, потому что это очень ценное, действительно уважаемое, уникальное здание, в котором учились великие люди Якутии. Об этом надо знать.